حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. Пока солнце только подтягивается, верующие уже вовсю спешат на праздничную молитву. 4 утра, а у входа в Галеевскую мечеть ажиотаж. Почти не спал. Каждый через час это просыпался. Волновались? Омывались, да. И бегом сюда. Будем молиться, значит, будем раздавать садака. Сегодня праздник. Желаю вам счастья, добра и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Праздничная проповедь началась с телеграммы с пожеланиями от президента России. Бок о бок с верующими в тюбетейках в первом ряду молитвенного зала и президент республики Рустам Минниханов. Аллаху Акбар. У микрофона муфтий республики. Верующие плечом к плечу. Это не теснота, это единство. По завершении намаза прихожане спешат продолжить праздник. После намаза у нас приподнятое настроение. Хочется наслаждаться жизнью. Легкость, праздничность, когда видишь, сколько людей приходят в мечети, очень радуется душа. А вот в Нижнекамске верующие молились прямо на улице. Места в главной мечети хватило не всем, но на пути к вере непреодолимых преград нет. Перед собором расстелили дорожки. Аксакалы и молодежь на одном ковре молились сегодня и в Нурлате. Больше 40 мечетей района смогли вместить всех верующих. Вот эти соцсети, они хоть и есть телефон, мы иногда обманываемся, начинаем переписываться, но нет тех добрых посиделок, добрых взаимоотношений, хорошего чаепития. То есть, когда человек смотрит глаза в глаза, потому что мы знаем, от сердца к сердцу всегда есть путь. Очень важно посетить по возможности своих рук. Поэтому праздник не один день, а целых 3 дня. Главный обряд Курбан-Байрама – жертвоприношение. С самого утра 25 столичных забоев открыли двери для мусульман. В одном месте, практически в центре города, животное сразу же можно купить и разделать. Как и положено, треть мяса раздается нуждающимся. Вот по традиции на ярмарке уже с 6 утра с внуком семья Сафиных. Сегодня они ждут гостей, а потому барашка выбирают тщательно. Главный критерий – здоровое животное. Деревню будем раздавать, и здесь в Казани готовим сегодня, собираем бабушек. Вот еще у нас будет считательство дома, поэтому мы вот рано утром пришли. Самый главный О благом жертвоприношении говорит и овцевод Алмаз Гайлазов из Буинска. В столицу привез сегодня 150 голов. Особенно, чтобы все было целым, и ухо, и хвост, и ноги, и глаза, как бы, и не худой был слишком, не тощавый был. А так, какой сердце пожелает. Тяжелее всего в выборе барашка сегодня было челнинцам. В Автограде хоть и расширили единственный на весь город комплекс по забою животных, но уже с утра площадка была заполнена. Пока мужчины заняты молитвами и жертвоприношениями, женщины готовят праздничный стол. Оладьи, блюда из мяса и фрукты – главные в меню хозяек. Пожалуй, самый большой стол угощений сегодня накрыли в Азнакаево. На местном стадионе уже 3-й год подряд дают обед в честь Курбан-Байрама. Главное блюдо – суп из баранины, а все обряды сопровождают молитвой. 1300 мечетей по всей республике сегодня приняли верующих. В едином благородном порыве мусульмане планируют отметить Курбан-Байрам еще в субботу и воскресенье. Мясо жертвенных животных, согласно канонам, разделят на 3 части. Одну отдадут нуждающимся, вторую оставят себе, третью уйдет на общий стол с родными и близкими. В этом и есть главный смысл священного торжества. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Татарстан.